Обзор экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем по традиции с новостей валютного рынка. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 63 рубля 83 копейки, евро 70 рублей 77 копеек. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Восточный банк за 63 рубля 75 копеек. Продает также Восточный банк за 64 рубля и 25 копеек. По евро в покупке лидирует Восточный банк, это 70 рублей и 71 копейка. Продает выгоднее всего также Восточный банк за 71 рубль 35 копеек. Новую систему добровольных пенсионных накоплений разработали Центральный банк и Министерство финансов страны. Она позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. В частности, пенсионные взносы работников по этой системе в размере не более 6% от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц. Кроме того, предусматривается льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы сотрудников. Мировое соглашение взамен бесконечным судебным разбирательствам. Федеральный закон о Верховном суде России расширил перечень примирительных процедур. Так вводится понятие медиации и медиаторов. Кто они и чем они будут заниматься, расскажет Саргалана Захарова. Медиатор – это не кусок пластика для игры на гитаре, а медиация не имеет ничего общего с медитацией. Так шутят сами специалисты этой сферы. Медиаторы призваны исполнять более серьезную задачу – примирения сторон. На самом деле практика досудебного решения споров применяется уже не первый год, но теперь, благодаря нововведению, разойтись с миром получится на любой стадии процесса. Найти компромисс помогут медиаторы. Они ведут переговоры, станут независимым лицом в споре, для которого важно, чтобы в выигрыше остались все. Применить медиацию можно по отношению к спорам, возникшим из гражданских, семейных, трудовых отношений, административных и иных публичных правоотношений. Как говорят специалисты, мирное урегулирование больше всего заинтересует представителей бизнес-сообщества. Этот способ быстрее, дешевле, да и стресса меньше. Полезны будут они и в разрешении семейных конфликтов. Семейные споры – это не только бракоразводные споры, это споры и между наследниками, споры по усыновлению, споры по уходу за пожилыми людьми. Третье – это трудовые споры. Споры администрации, сотрудников, в том числе и по увольнению, споры между подразделениями организации. Система позволит сторонам с большей эффективностью приходить к взаимному пониманию. В свою очередь, это может посодействовать снижению конфликтности, укреплению социальных и деловых связей, развитию партнерских отношений и повышению правосознания граждан. На сегодня о существовании подобной практики знают не все, а возможности без суда решить проблемы тоже. Поэтому в Якутии запустили проект «Медиация шагает по стране». Пункт назначения – Якутия. Он состоит из двух частей – просветительской и практической. В пилот вошел Вилюйский район и 8 наследков и сам город Вилюйск. Юристы, психологи и медиаторы проведут в каждом пункте по 4 мероприятия. Мы будем рассказывать о медиации, как о конструктивном, инновационном способе урегулирования споров, как внесудебном, да, что не обязательно все споры и конфликты решать только через суды. Проводим и консультацию юриста, консультацию психолога и проводим при необходимости процедуры медиации, но по заявлению сторон, если в этом будет необходимость. Это позволит снять эмоциональное и социальное напряжение в селах, говорят создатели проекта. Также это поможет уменьшить нагрузку на судебные органы. И в любом случае, все же лучше, когда проигравших нет. А компромисс – это всегда выигрыш для обеих сторон. И, как говорится, давайте жить дружно. Мы продолжаем наш выпуск. Соблюдение прав коренных малочисленных народов Севера в Якутии на защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни рассматривается на проходящем в Алдане выездном совещании с участием представителей министерств и ведомств республики. На месте работает наш корреспондент Татьяна Вахнина. Она выходит на прямую связь со студией. Татьяна, приветствую. Что известно на данный момент?
Анастасия, доброго дня. Мы находимся в здании администрации района. Строительство и недропользование не может не оказывать воздействия на окружающую среду. Однако воздействие не должно наносить окружающей среде масштабный урон. Что подразумевает соблюдение прав коренных малочисленных народов Севера и как реализуется закон об этнологической экспертизе. С докладами уже выступили уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Якутии и специалисты Института Арктики. До начала совещания нам удалось поговорить с уполномоченным по правам коренных малочисленных народов Севера Леной Степановной Ивановой. Право коренных малочисленных народов Севера на сохранение исконной среды обитания, как оно ограничивается, ущемляется или полностью выдерживается, мы должны обговорить сегодня на совещании с участием и первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия, председателя экспертной комиссии по этнологии Алексея Засимовича Колодезникова, плюс руководители министерств и ведомств и, конечно же, сами промышленные компании с участием всех представителей коренных малочисленных народов Севера Алданского района. Асен Сергеевич Николаев говорил, при освоении любой территории в первую очередь должны учитываться социально-экономическое развитие и вообще вопросы касательно жизнедеятельности коренных. В совещании также принимают участие главы поселений, представители природоохранных структур, специалисты-экологи и руководители промышленных компаний. По завершении встречи делегатами будет дана оценка соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Алданского района, а также ряд рекомендаций хозяйствующим предприятиям. Настя. Татьяна, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент из Алдана Татьяна Вахнина. Новые подходы к капитальному ремонту жилых многоквартирных домов планируется заложить в проект стратегии развития ЖКХ России на период до 2035 года, который будет передан в правительство до конца года. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, я тебя приветствую. А вот о каких именно новшествах идет речь? Анастасия, здравствуй. Согласно предложениям Минстроя, при принятии решения о проведении капитального ремонта предлагается учитывать фактический износ дома и его физическое состояние и не проводить ремонт там, где даже по нормативам и срокам время уже подошло, но крайней необходимости в этом нет. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Минстрой собирается изменить подход к проведению капремонта. В первую очередь планируется ремонтировать дома, которые находятся в критическом состоянии. Решение о капремонте должно приниматься исходя из реального износа дома, а не нормативных сроков, считают в министерстве. Так удастся избежать случаев, когда ремонт делают в тех домах, где он фактически не требуется, но по документам пришло время. Минстрой планирует в рамках технического учета научиться определять физическое состояние конструктивных элементов зданий. Как отмечается экспертное сообщество, такой подход полностью поддерживает. Новые подходы к капремонту планируется заложить в проект стратегии развития ЖКХ России на период до 2035 года, который будет передан в правительство до конца этого года. Документ предполагает повышение качества жилого фонда, городской среды, услуг по управлению многоквартирными домами и общедомовым имуществом. Компания «Алроса» и Томский государственный университет разработают новые технологии в геологоразведке и добыче алмазов. В качестве приоритетного направления сотрудничества была выбрана технология геоинформационной системы экологического мониторинга, которая предназначена для оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды в режиме реального времени, выявления закономерностей изменения качества окружающей среды и принятия управленческих решений. Экологический центр «Алроса» планирует внедрить такую систему для мониторинга экологической ситуации и динамики русловых процессов в зоне производственной деятельности компании и прилегающих к ней природных территорий. Сегодня в столице республики начала свою работу 9-я межрегиональная специализированная выставка «Саха-Промэкспо-2019. Недра Якутии. Спецтехника, экология, энерго». Выставка успела стать важным продуктивным деловым событием для региона. Здесь представлено все, что востребовано рынком. Ведущие предприятия отрасли ежегодно представляют здесь свои достижения. Для молодых компаний выставка является апстартовой площадкой. И сейчас на прямой связи с выставки «Саха-Промэкспо» находится мой коллега Сергей Михедов. Сергей, я тебя приветствую. Расскажи, как проходит выставка, какое оборудование и технологии представлены посетителям?
Да, Иван, приветствую. Официальное открытие выставки Сахапром Экспо 2019 началось в 12 часов дня. Но свои экспозиции компании-участники выставили еще в 10 часов утра. Хочется сразу напомнить, что в этом году выставка Сахапром Экспо посвящена 95-летию золотодобывающего комплекса Якутии. И к нам в республику приехали более 50 организаций, точнее, нам назвали цифру в 58 организаций из 17 регионов нашей страны. Ну, что же здесь представляют? Представляют здесь, естественно, какие-то новейшие технологии, новейшие разработки, такие как спутниковая связь, такие как специальная техника, такие как специальные приборы для энергоэффективности, спецодежда. То есть все то, что может быть полезно промышленным предприятиям. И вот что нам сказали перед началом выставки представители одной из компаний, которые занимаются спутниковой связью. Сергей, я тебя благодарю. Напомню, на прямой связи с нашей студией был мой коллега Сергей Михедов. И к другим темам. Правительство России рассмотрит поправки к закону о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц. Это федеральный закон 223, согласно которым самостоятельно занятые граждане будут временно приравнены к субъектам малого и среднего предпринимательства при закупках госкомпаний. А в настоящее время самозанятые могут принимать участие в закупках госкомпаний только на общих основаниях. Предполагается, что норма о приравнивании самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства при закупках госкомпаний будет действовать некоторое время временно. Согласно предполагаемой поправке, самозанятые смогут принимать участие в закупках госкомпаний на тех же условиях, которые установлены для субъектов малого и среднего предпринимательства. А именно, это обязательная квота закупок, сокращенный срок оплаты и участие в программах партнерства и развития. И, кстати говоря, самозанятые наравне с наемными работниками смогут участвовать в новой системе добровольных пенсионных накоплений. Законопроект не предусматривает запрета на участие самозанятых в гарантированном пенсионном плане, сообщила пресс-служба Министерства финансов. Там добавили, что особенности по применению налоговых льгот в отношении самозанятых будут обсуждаться дополнительно. В сопроводительных материалах Минфина к законопроекту о гарантированном пенсионном плане указывается, что потенциальный охват новой системы 72,5 миллиона наемных работников и самозанятых. В самом же законопроекте про самозанятых ничего не говорится, а работодатель назван субъектом отношений. На сегодня, по данным Федеральной налоговой службы, уже более 250 тысяч граждан России зарегистрировали статус самозанятых. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Анастасия, ну а свежая и актуальная информация из мира экономики обязательно прозвучит в следующих выпусках. Спасибо. Иван, обязательно будем ждать. Большое спасибо. Я напомню, об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко. Дым от мощных пожаров, охвативших сейчас Калифорнию, теперь можно заметить даже из космоса. Спасатели не справляются с пламенем, а голливудские звезды, живущие в Лос-Анджелесе, вынуждены спасаться от огня, рассказывает Никита Конев. Пожары в Калифорнии достигли беспрецедентных масштабов. Дым от них виден уже из космоса. Эти кадры опубликовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. В штате объявлен режим чрезвычайного положения. Больше 180 тысяч человек эвакуированы. Свои дома покинули обитатели престижных районов Лос-Анджелеса, в том числе многие звезды. Например, баскетболист Леброн Джеймс и Арнольд Шварценеггер. А премьеру нового «Терминатора» пришлось перенести. Под угрозой оказался знаменитый музей Гетти. Больше 2 миллионов человек остались без электричества. Спасатели пытаются справиться с пожаром, но ситуацию осложняют сильный ветер и засушливая погода. Синоптики настроены пессимистично и предупреждают, что обстановка может ухудшиться. Власти Лос-Анджелеса говорят, что эвакуировавшиеся люди проведут еще минимум 2 дня вдали от своих домов. В Сеуле прошли антитеррористические учения. Больше 500 человек отрабатывали поведение во время газовой атаки. Все подробности в следующем сюжете. В
Сеуле прошли масштабные учения по безопасности. Власти района Курогу смоделировали террористическую газовую атаку в метро. В тренировке на станции Синдарим участвовали 470 работников подземки, полицейских, военных, пожарных и местных чиновников. К ним присоединились еще 60 жителей южнокорейской столицы. По мнению властей, подобные мероприятия помогают обезопасить граждан страны. В мире существует множество опасностей, таких как террористические атаки и пожары. Южная Корея не исключение. Власти района Курогу регулярно проводят учения, чтобы подготовиться к терактам, пожарам и сократить число жертв. Во время учений пассажиры метро должны были выбраться из заполненного дымом вагона, пока полицейские ловили экстремистов, а военные пытались обезвредить бомбы. Общенациональные учения начались в понедельник и продлятся до пятницы. Непалец Нимс Пурджа поставил впечатляющий рекорд, быстрее всех в мире покорил 14 восьмитысячников. Предыдущий рекордсмен справился за без малого 8 лет, а Пурдже потребовалось чуть больше полугода. Бывший британский морпех, непалец Нирмал Нимс Пурджа, установил новый мировой рекорд. Ему потребовалось всего лишь чуть больше полугода, чтобы покорить все 14 восьмитысячников мира, гор, возвышающихся над уровнем моря на 8 километров. Предыдущему рекордсмену понадобилось, что иронично, почти 8 лет, чтобы побывать на каждой вершине. Пурджа начал свой путь 23 апреля с Анапурны, 10-й в списке самых высоких пиков, а закончил во вторник, 29 октября, забравшись на Шишабангму, она 14-я. На Эверест мужчина ступил 22 мая. На первую гору он зашел участником спасательной операции. Они искали альпиниста, отставшего от группы. Мужчина провел 40 часов без жизненно необходимых вещей и, к счастью, выжил. Устанавливать мировой рекорд Нимсу помогала команда из нескольких десятков непальцев. В мире лишь 40 спортсменам удалось покорить все восьмитысячники. Это были мировые новости на Якутии 24. Атопический дерматит или проще аллергическая сыпь у детей, причины и какие современные методы лечения сегодня существуют. Эту тему сегодня обсуждают на конференции в Центре охраны материнства и детства Якутии. Ведущие специалисты из Центра имени Сеченова делятся своим опытом с якутскими коллегами. На конференции находится и моя коллега Саргалана Захарова. Саргалана, я тебя приветствую. Почему эта тема так актуальна для Якутии и что вообще говорят специалисты? Здравствуй, Настя. Да, конференция началась еще ранним утром, и приглашенные специалисты из Центра Сеченова и других центров Москвы уже провели свои лекции, семинары для участников этой конференции. Это как молодые специалисты, так и опытные наши якутские врачи. Почему поднимается такая тема, как атопический дерматит среди детей именно у нас в Якутии? Именно сейчас давайте послушаем, что нам сказал по этому поводу сам приглашенный эксперт. Заболеваемость в России разнится от региона к региону, и заболеваемость атопическим дерматитом в Якутии остается одной из самых высоких в регионе. Связано это во многом с климатогеографическими особенностями и генетическими особенностями этого региона, которые предрасполагают к изменениям барьерных свойств кожи, к изменениям структур кожи определенных, изменению характера питания и формированию определенных предикторов этого заболевания, состояний, которые способствуют и стимулируют развитие этого процесса. Да, приезд экспертов организуется при поддержке общественной организации «Матери России». И, как отмечают представители организации, сегодня эта тема еще актуальна из-за того, что поменялись привычки в питании людей, особенно детей. И очень часто родители дают детям сладкое. И вот именно переизбыток сладкого в рационе, он и является такой одной из главных причин
возникновения такого атопического дерматита и почему эта проблема сегодня настолько актуальна у нас в Якутии. Также общественники предлагают запустить акцию «Откажемся от сладких подарков» ввиду предстоящих праздников в пользу полезных каких-нибудь игрушек или не менее вкусных фруктов. Я скажу, что вчера еще в рамках этой конференции прошел прием детей, была практическая часть. На прием пришли, подобрали 40 детей с разными видами дерматита, и специалисты из Москвы отобрали из них 16 наиболее сложных случаев, которые поедут в столицу нашей страны и пройдут консультацию и лечение у ведущих специалистов клиник. У меня пока на этом все. Анастасия. Саргалана, большое спасибо. На прямой связи со студией была моя коллега Саргалана Захарова. Мы переходим к чрезвычайным происшествиям. Подвыпивший житель Якутска решил раздобыть денег на очередную порцию спиртного. Для этого он решил заняться вымогательством и в качестве жертвы выбрал водителя припаркованного поблизости автомобиля. О том, как мужчина осуществил свой преступный план, расскажет Александр Хавренко. Александр, я тебя приветствую, но расскажи, что было дальше. Мужчина подошел к автомобилю, разбил стекло и потребовал у водителя деньги, пригрозив в противном случае перебить все стекла в автомобиле. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Желая сохранить свой автомобиль, водитель отдал вымогателю деньги. Преступник скрылся с места происшествия, но через какое-то время посчитал, что стоит вернуться и повторить схему. Правда, на этот раз преступник был настолько пьян, что водителю удалось его задержать и сдать в полицию. Теперь он проведет 4 года в колонии. А житель Сунтарского района проведет 7 лет в колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его знакомого. Ночью 13 июля 2019 года потерпевший в состоянии алкогольного опьянения явился к своему знакомому домой и попросил спиртное. В ответ хозяин дома, который также находился в состоянии опьянения, в грубой форме попросил его уйти. Между мужчинами возникла ссора, и незваный гость ударил хозяина в лицо и ушел. Желая наказать обидчика, хозяин дома отправился на его поиски, а в качестве оружия возмездия прихватил с собой бейсбольную биту. Утром потерпевший был обнаружен в летнем домике своих родственников и госпитализирован в медучреждение, где скончался от черепно-мозговой травмы. Прокуратура Среднеколымского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвиняют в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинивший крупный ущерб. Обвиняемый, находясь в 7 километров от селя Эбях Среднеколымского района, бросил неподушенный окурок сигареты на сухую траву, вследствие чего неподалеку от населенного пункта возник лесной пожар, на тушение которого были затрачены значительные средства и силы. Неосторожными действиями гражданин причинил лесному фонду ущерб в размере около 195 тысяч рублей. Прокуратура Якутии направила в суд 2 уголовных дела по обвинению женщин, присвоивших денежные средства работодателей. Первое дело возбуждено против 51-летней женщины, которая с января 2015 года по 2018 год занимала должность ведущего бухгалтера в одном из государственных автономных учреждений. Имея полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами, женщина перевела свыше 3 миллионов рублей с банковских счетов учреждения на свои банковские счета и на счет своей дочери. С помощью похищенных средств обвиняемая вступила в долевое строительство и погасила потребительские кредиты. В ходе следствия причиненный ущерб добровольно возмещен в полном объеме. Женщина продала свою квартиру. По второму уголовному делу 61-летняя заведующая аптекой в период с ноября 2013 года по январь 2016 года не внесла в кассу поступившие деньги от граждан за продажу лекарственных средств на сумму свыше 566 тысяч рублей. Теперь возмещать ущерб женщине предстоит из собственной пенсии. Власти Коста-Рики отчитались о перехвате крупной партии кокаина, предназначенной для продажи за океаном. В руки полицейских из отдела по борьбе с наркотиками попало более тонны кокаина. Подробности рассказывает Елена Островская. На тонну кокаина меньше попадет в Европу благодаря бдительности костариканских полицейских. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками в воскресенье изъяли крупную партию, спрятанную в грузовом контейнере, который должен был отправиться в Бельгию. Как рассказали представители властей, кокаин находился в 29 мешках, укрытых за бочками с банановым пюре. Министр общественной безопасности центральноамериканской страны говорит, что эта партия лишь малая часть запрещенных веществ, изъятых с начала года.
В этом году власти провели инспекции 8344 контейнеров. Согласно собранной из разных мест информации, к этому моменту полиция уже изъяла 37 тонн марихуаны и кокаина. Центральная Америка – ключевой район для транзита наркотиков, которые осуществляют могущественные картели. Местные группировки получают партии из Южной Америки и переправляют их по суше через мексиканскую границу в США или по морю в Европу. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Анастасия, на этом у меня все. Александр, большое спасибо. Я напомню о происшествиях, которые произошли в республике и за ее пределами, нам рассказал Александр Хавренко. А мы переходим к новостям спорта. 34-летняя спортсменка из Турции установила новый мировой рекорд во фридайвинге среди женщин. Все подробности в следующем сюжете. Турецкая спортсменка Сахика Эркумен установила новый женский мировой рекорд во фридайвинге – подводном плавании с задержкой дыхания. В понедельник она погрузилась в ледяные воды пещеры Гиллиндире и проплыла 100 метров, не поднимаясь к поверхности. Свое достижение 34-летняя спортсменка посвятила Турции и армии республики. Я была очень взволнована перед погружением, не могла сердце успокоить. Пульс должен быть низким, а мой подскочил высоко. Но я ныряла по очень важной причине, и поэтому сейчас я счастлива и горда. Пещера Гиллиндире находится в провинции Мерсин. Ее длина 555 метров, и, по мнению ученых, она появилась во время последнего ледникового периода. 9-летняя китайская девочка из провинции Шаньдунь на востоке Китая стала звездой соцсетей благодаря своим поразительным способностям в кунг-фу. Видео с ее показательным выступлением появилось в сети в понедельник. Сень демонстрирует удивительную гибкость и владение собственным телом. Она с легкостью достает ногой до головы и, спокойно удерживая равновесие, заносит ее за голову. Сень также мастерски управляется с традиционным китайским холодным оружием гуаньдао. По словам отца девочки, Синь начала тренироваться в 3 года, и спустя 6 лет она великолепно выполняет все упражнения. В будущем, я надеюсь, дети смогут практиковаться в красноречии, языковом выражении и боевых искусствах, и таким образом делать отличную и удивительную работу. Россия подала заявку на проведение элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира по мини-футболу 2020 года. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, а какие страны составят конкуренцию нашей стране? Анастасия, здравствуй. Право проведения турнира оспорят Португалия, Испания, Сербия, Хорватия и Украина. А страна, которая примет этот турнир, станет известна 7 ноября. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Ассоциация мини-футбола России при поддержке Российского футбольного союза подала заявку на проведение элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира по мини-футболу 2020 года. В случае одобрения заявки матчи планируется провести во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. По итогам основного раунда, который завершился на прошлой неделе, российские футболисты заняли первое место в группе 7, одержав победы над командами Швеции и Боснии и Герцеговины, а также сыграв ничью с хорватами. Участие в элитном раунде примут 16 команд. Матчи данной стадии планируется провести с 28 января по 2 февраля. Страну, которая примет элитный раунд, объявят 7 ноября. Баскетболисты подмосковных «Химок» одержали победу над греческим «Панатинайкосом» в домашнем матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 103-86. Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 26 очков. В составе греческого клуба самым точным оказался защитник Джиммер Фреддет, у которого 16 баллов. «Химки» занимают 3-е место в турнирной таблице Евролиги. В активе команды 4 победы и 1 поражение. «Панатинайкос» с 2 победами идет на 12-й позиции. В следующем матче подмосковный клуб сыграет с сербской «Цервеной звездой», а «Панатинайкос» встретится с турецким «Анадолу Эфес». Обе встречи пройдут 31 октября.
Московский «Спартак» на своем льду со счетом 4-2 обыграл хельсинский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе красно-белых шайбы забросили Михаил Котляревский, Александр Хохлачев, Патрик Хёрсли и Мартин Карсумс. У гостей взятия ворот провели Ахти Оксанин и Марко Антилла. Для «Спартака» эта победа стала пятой к ряду. В турнирной таблице западной конференции московский клуб располагается на пятой позиции, имея в активе 28 очков. «Йокерит» идет на седьмом месте, набрав 25 баллов. В следующем матче регулярки «Спартак» дома встретится с Череповецкой «Северсталью», а «Йокерит» примет Ярославский «Локомотив». Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим футболистом октября российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. В октябре Дзюба провел 3 матча чемпионата России, в которых отметился 4 результативными ударами. Также на счету форварда 3 голевых паса. Его «Зенит» после 14 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. На награду также претендовали полузащитник Ростова Роман Еременко, нападающий «Зенита» Сердар Азмун, полузащитник Тульского Арсенала Эванс Кангва и вратарь Сочи Сослан Джанаев. Лучшим тренером месяца был назван рулевой «Зенита» Сергей Симак. Воспитанники якутского футбола Артем Соколов, ныне играющий за московское Чертаново, и Никита Фурин из Краснодара попали в символическую сборную юношеской футбольной лиги России по итогам первого круга. В текущем сезоне Соколов провел 10 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. Его Чертаново возглавляет турнирную таблицу, набрав 29 очков в 11 встречах. Никита Фурин сыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его Краснодар занимает 3-е место, имея в активе 21 балл после 11 игр. Напомню, Соколов и Фурин являются воспитанниками якутской команды «Пульс», в составе которого оба становились победителями республиканских и всероссийских турниров. Детская футбольная команда «Заря» 2010 года рождения примет участие во всероссийском турнире «Кубок Колыванова». Соревнования стартуют сегодня в Москве. Борьбу за трофей будут вести 16 команд из различных регионов страны. На днях якутские футболисты в рамках подготовки к турниру провели товарищескую встречу со сверстниками из столичного Чертанова. Победу в матче со счетом 8-3 одержали представители московской команды. Итоги Кубка Колыванова будут подведены 2 ноября. После этого турнира команда «Зари» отправится в город Реутов, где примет участие в турнире по мини-футболу. Якутские волейболисты завоевали серебряные медали отборочного этапа 10-го международного турнира локоволей среди юношей в возрасте 15-16 лет. Соревнования прошли в Лесозаводске. Республику представили воспитанники специализированной детской юношеской спортивной школы Намского Улуса. В групповой стадии якутяне одержали 2 победы в 3 матчах и вышли в полуфинал, где обыграли команду Приморского края. В борьбе за золотые медали и путевки в финальный этап турнира якутские волейболисты уступили сверстникам из Хабаровского края. Отмечу, что участие в этом турнире для сборной республики стало одним из этапов подготовки к международным играм «Дети Азии». К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Анастасия, вам слово. Власий, большое спасибо. Я напомню, это был наш спортивный обозреватель Власий Сергеев. Мы продолжаем наш выпуск. В Якутской государственной сельхозакадемии начала свою работу пчеловодческая мастерская, которая проходит в рамках Дней Германии в Якутии. На этой площадке пчеловоды могут обменяться опытом. Сейчас на месте событий находится наш корреспондент Юрий Осипов. Юрий, добрый день. Расскажи, что сейчас там происходит. Да, Анастасия, здравствуй. Вот буквально минуту назад семинар завершился. В нем приняли участие около 30 человек. Это пчеловоды, исследователи и ученые из 2 немецких университетов. Они обсудили варианты совместной работы. Ученые из университета Бремена представили свой проект, систему «Пчелонаблюдатель». Она направлена на то, чтобы во время зимовки пчел, это то время, когда погибает наибольшее количество пчел, около 40%, можно было следить за ними, за их состоянием. По их мнению, это поможет намного повысить шансы пчел на выживание. Также здесь приняли участие представители из университета Хоенхайма, который специализируется в части биологии. Сейчас мы поговорим с представителем этого университета Катериной Потаповой. Катерина, здравствуйте. Расскажите нам о своей работе. Здравствуйте.
Наш университет Хонхайм, он находится в городе Штутгарт, и он известен своими фундаментальными исследованиями в области биологии, генетики, сельскохозяйственных животных. Пчелы там относятся к категории сельскохозяйственных животных, потому что они производят мед. И наши ученые, они в своей лаборатории исследуют биологию пчелы, микробиом, организм, пищеварение в пчеле, генетику, как это изменяется в течение времени. Также у нас есть лаборатория, где исследуется качество меда. Анализ меда у нас проводится. В Германии очень высокие стандарты требования к качеству меда. И наша специализированная государственная лаборатория проводит такие анализы. И наши партнеры из Якутии, с которыми мы в прошлом году установили связь, нам уже отправили меды, баночки, и мы проводили анализы. Выяснилось, первые анализы показали, что качество якутского меда во многом превышает нормы европейских стандартов, которые сами по себе уже такие высокого качества. В общем, мы очень рады, что якутский мед обладает такими высокими показателями экологической чистоты, вкусовых качеств. И ожидается, что имеет также большое хорошее влияние для здоровья человека. Вот у нас два направления фундаментальных исследований: биология, пчелы, также биохимический анализ меда. Вот, и мы в сотрудничестве с якутскими пчеловодами намереваемся расширять наши исследования, чтобы была польза и нашим пчеловодам, нашей науке, а также немецкой науке. Ну, Екатерина, вот расскажите, что это за пробирочка с пчелами? Ну, вот, как я сказала, у нас партнерство с местными пчеловодами, в частности, с Ильей Петровичем Макаровым, который известен в Якутии как обладатель приза в категории «Хороший мед». У него есть марка «Кюнтекта», наверное, знают зрители в Якутии. И мы попросили его пчел отправить нам в пробирках, в спирту. И он по нашей просьбе и указаниям вот собрал пчел с Намского улуса, с его пасеки. И он мне передал такие колбочки, несколько штук. Я их повезу с собой в Германию, в нашей лаборатории. Наши ученые, профессора проведут генетический анализ, а также микробиологический анализ пищевода этих пчел. И мы уже привозили такой материал летом. Планируем также это провести как серия, чтобы наблюдать изменения в продолжении некоторого периода времени. Спасибо большое. Ну, в завершение хотелось бы сказать, что пчеловодство в Якутии – это достаточно молодая отрасль. Массово ей стали заниматься около 6-7 лет назад, несмотря на то, что пчеловоды у нас есть уже около 30 лет. Но вот сейчас в сотрудничестве с иностранными учеными, возможно, эта отрасль будет расширяться еще больше. Анастасия? Юрий, мы будем тоже надеяться. Большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Юрий Осипов. Непримечательная лестница в Бронксе внезапно обрела популярность у местных жителей и туристов со всего мира после выхода в прокат фильма «Джокер». Все подробности у Артема Сторонова. Туристы, посещающие Нью-Йорк, обычно обходят стороной Бронкс, который все никак не может избавиться от заработанной в прошлом веке дурной славы криминального района. Главными достопримечательностями здесь всегда были зоопарк, ботанический сад и стадион команды Нью-Йорк Янкис. А теперь еще и эта ничем не примечательная на первый взгляд лестница. Внезапную популярность среди местных жителей и туристов со всего мира она обрела после выхода на экраны фильма Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Именно здесь снималась одна из самых запоминающихся сцен картины. И теперь многим не терпится сделать на знаменитой лестнице селфи или даже устроить целую фотосессию. Местные жители только рады наплыву туристов. Люди приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на эти ступеньки, и я горжусь тем, что живу рядом с ними. С момента выхода на экраны «Джокер» собрал в общемировом прокате около 850 миллионов долларов, став самым кассовым в истории фильмом с рейтингом R. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах Якутии.
Итак, в Алдане минус 3 градуса, ощутимый ветер 5 метров в секунду. Сейчас в городе ясно. А в Ленске все так же облачно. Столбики термометров остановились на отметке 2 градуса выше нуля. Давление 715 миллиметров ртутного столба. В соседнем Мирном минус 6 градусов. Ветер усилился до 4 метров в секунду. Переменная облачность. Минус 4 в столице Южной Якутии, в городе Нерюнгри, также переменная облачность. Ветер южный 6 метров в секунду. Сегодня, по прогнозам синоптиков, порывы ветра в городе будут достигать 12 метров в секунду. И в столице региона, городе Якутске, минус 8. Сегодня без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем минус 6, минус 8. Наш выпуск подошел к концу. Еще больше новостей вы найдете на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь.